Добрый день, уважаемые девятиклассники! Каждый урок обогащает вас интеллектуально, планомерно приближает вас к достижению главной цели – владению языком. Но гораздо важнее, чтобы он оставлял след в вашей душе. Мы продолжаем изучение большой и сложной темы – сложно подчиненные предложения. Сегодня на уроке мы систематизируем знания и представления о группах сложно подчиненных предложений. Научимся отличать определительные придаточные от местоименно определительных придаточных. Поговорим о нашей родине, о Кыргызстане, о том, какой он. На прошлом уроке мы с вами рассмотрели особенности сложно подчиненных предложений, научились устанавливать смысловые отношения между главной и придаточной частями, правильно отделять их на письме запятыми, узнали о их роли в нашей речи. Вспомним, что такое сложно подчиненные предложения. Сложно подчиненное предложение – это сложное предложение, в котором одна часть подчинена другой. От главной части к придаточной обычно можно поставить смысловой вопрос. Связь между главной и придаточной частью осуществляется с помощью интонации, подчинительных союзов и союзных слов. Сложно подчиненные предложения по смысловому значению придаточной части делятся на три основные группы. Эти группы носят названия, сходные с названиями второстепенных членов. Сложно сочиненные предложения с придаточными определительными, изъяснительными и обстоятельственными. Рассмотрим примеры. Определим, что поясняет придаточная часть, при помощи какого вопроса устанавливается связь. Внимание на слайд. Грош цена человеку, который не может избавиться от дурной привычки. В данном предложении главная часть – грош цена человеку. Грош цена подлежащая кому? Человеку. Дополнение. Но не всякому человеку грош цена. А какому? Который не может избавиться. Слово «который» связывает главную и придаточную части предложения и относится к имени существительному. Следующее предложение. Комната, куда меня привели, была отделана в стиле хай-тек. Главная часть предложения – комната была отделана. Отделана в стиле хай-тек. Которая? Какая комната? Куда меня привели? Слово «куда» связывает главную и придаточную части предложения и относится к имени существительному. Следующее предложение. И боль, что скворчонком стучала в виске, стихает. Главная часть. И боль стихает. Боль какая? Что скворчонком стучало в виске. Слово «что» соединяет, связывает главную и придаточную части предложения и относится к имени существительному. Следующее предложение. Мы направились к месту, где раздавался громкий смех. Главная часть – мы направились к месту. Мы – подлежащее. Направились – сказуемое. Направились куда? К месту. К месту какому? Слово «где» связывает главную и придаточную части предложения и относится к имени существительному. Таким образом, мы выяснили, что придаточные определительные обозначают признак предмета, названного в главном предложении, отвечают на вопрос «какой?»,
относятся к одному слову в главном предложении, к имени существительному, присоединяются союзами или союзными словами кто, что, чей, какой, который, где, когда, откуда, куда. Союзы и союзные слова. В чем же их различие, спросите вы? Союз не является членом предложения. К нему нельзя поставить вопрос. Например, я заметила, что мой собеседник обрадовался. Союз можно убрать, либо заменить, а союзное слово невозможно опустить. Предложение потеряет смысл. Я заметила, мой собеседник обрадовался. Я знала, что подарить брату, чтобы порадовать его. Заменить что нельзя. Союзными словами являются самостоятельные части речи, наречие и местоимение. Союзы – служебные части речи. В предложении логическое ударение падает на союзное слово. Внимание на слайд. Союзные слова. Относительные местоимения. Кто, что, каков, который. Наречие. Куда, откуда, где, сколько, почему, зачем, как. В сложно подчиненных предложениях с придаточными определительными чаще всего используются союзные слова. Вернемся к нашим предложениям. Рассмотрим отдельно слова «который», «куда», «что» и «где». Определим, союзы это или союзные слова. Грош цена человеку какому, который не может избавиться от дурной привычки. Который в данном предложении заменяет слово «человек» и является подлежащим. Значит, это не союз, а союзное слово. Комната, куда, в которую меня привели, была отделана в стиле хай-тек. Сказуемое привели. Привели кого? Меня. Дополнение. Привели куда? В которую. Куда? Слово куда можно заменить словом в которую. И боль, что, которая скворчонком звучала в виске, стихает. В придаточной части местоимение, что заменяет подлежащее, его также можно заменить словом который. Мы направились к месту, где, в котором раздавался громкий смех. Смех раздавался где? В каком месте? Где можно заменить в котором. Мы выяснили, что слова «который», «куда», «что» и «где» являются союзными словами. Они могут быть заменены союзным словом «который». Какие выводы мы можем сделать? Первое. Указательные слова в придаточных определительных служат для выделения определяемого имени существительного. Второе. Придаточные определительные всегда стоят после определяемого имени существительного. Третье. Местоименно-определительные придаточные относятся к местоимениям в значении имен существительных тот, каждый, весь и так далее, и могут стоять как после, так и до определяемого слова. Для примера преобразуем первое сложно подчиненное предложение с придаточным определительным в сложно подчиненное предложение с местоименно-определительным. Грош цена тому. Кому? Кому именно? Кто не может сломить дурной привычки. Группы придаточных предложений можно представить в виде таблицы.
Посмотрим, как часто мы употребляем в речи определительные и местоименно-определительные предложения. Я нашла в интернете интересное сочинение школьницы на конкурс «Моя родина Кыргызстан», Микиним, Кыргызстан. В этом тексте встречается слово «этнос», а правильно ли мы его понимаем? Давайте узнаем его значение. Слово дня сегодня – этнос. Слово дня. Этнос в переводе с греческого «народ», исторически возникшая большая, устойчивая социальная группа, представленная различными национальными образованиями, племенем, народностью, нацией. Однокоренные слова – этнический, этнонимика, этнологический. Познакомьтесь с отрывком из этого сочинения. Мой Кыргызстан. Человек рождается на этот свет, и с распростертыми объятиями его встречает этот бескрайний мир. Будучи ребенком, он впервые вступает на землю, еще не понимая, что эта земля, родина, станет самым дорогим местом. В раннем детстве мир наш ограничивается комнатами отчего дома. Позднее счастливым осознанием своей причастности к тому священному и высокому, что называется именем родной страны. Кыргызстан – страна, с которой связана вся моя жизнь, мое прошлое, настоящее и будущее. Поэтическое наследие народа содержит немало завораживающих картин, которые изображают безбрежные просторы белоснежных гор, лазурные глади озер. Великие акыны воспевали красоту и историю кыргызской земли. Кыргызстан – страна больших возможностей. В нашей стране проживает более 100 этносов, которых связывают теплые и радушные отношения. Кто хоть раз побывал в Кыргызстане, тот обязательно захочет посетить его вновь. Что нужно в жизни человеку? Конечно, чтобы люди, засыпая, были уверены в том, что их жизни, их будущему ничего не грозит. Мир и согласие на земле – вот самое главное для каждого человека. Мы – будущее нашего Кыргызстана, и в наших руках счастье нашей славной Родины. Найдем сложно подчиненные предложения с определительными и местоименно-определительными придаточными. В раннем детстве мир наш ограничивается комнатами отчего дома. Позднее счастливым осознанием своей причастности к тому священному и высокому, что называется именем родной страны. К тому, какому, что называется именем родной страны. Это сложно подчиненное предложение, в котором главная часть связана с придаточной частью союзным словом «что». По вопросу и союзному слову определяем, что это сложно подчиненное предложение с местоименно-определительным придаточным. Следующее. Страна. Какая? С которой связана вся моя жизнь, мое прошлое, настоящее и будущее. Это сложно подчиненное предложение, в котором главная часть связана с придаточной частью, союзом с которой. По вопросу определяем, что это сложно подчиненное предложение с придаточным определительным. Поэтическое наследие народа содержит немало завораживающих картин красоты родной земли, в которых
изображены ее безбрежные просторы белоснежных гор, лазурные глади озер. Картин каких? В которых изображены ее безбрежные просторы белоснежных гор, лазурные глади озер. По вопросу определяем, что это сложно подчиненное приложение с придаточным определительным. В нашей стране проживает более 100 этносов, которых связывают теплые отношения. Это сложно подчиненное предложение с придаточным определительным. В нем придаточная часть относится к выражению более 100 этносов. Здесь числительное соединяется с существительным в главной части, от которых и ставится вопрос. Более 100 этносов. Каких? Которых связывают теплые и радужные отношения. Кто хоть раз побывал в Кыргызстане, тот обязательно захочет посетить его вновь. Главное предложение – тот захочет посетить. Тот какой? Кто именно? Кто побывал? Придаточное, местоименно-определительное. Как видим, сложно подчиненные предложения с придаточными определительными и сложно подчиненные предложения с местоименно-определительными довольно часто встречаются в нашей речи. Подведем итог урока. Сегодня на уроке мы систематизировали знания и представления о группах сложно подчиненных предложений, научились выделять определительные придаточные и местоименно-определительные в тексте, поразмышляли о нашей родине, о Кыргызстане, о том, что, какой ей быть, зависит от нас с вами. Домашнее задание. Напишите свое мнение о том, какой вы видите нашу родину. Используйте при этом сложно подчиненные предложения с придаточными определительными и местоименно-определительными. Начертите к ним схемы. Наш телеурок подошел к концу. Надеюсь, вы извлекли из нашего урока много полезного для себя. Спасибо за урок и до новых встреч в эфире!